Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как на улице Боевая столкнулись два автобуса. Два скоро забрали. Пассажиров? Одна мужик, одна женщина. Пострадали 3 человека. В поселке Константиновка сгорел частный дом. Вот сюда добежала, думаю, вдруг сейчас баллон взорвется. Хозяева едва успели выйти на улицу. И в Камских Полянах нашли тело пропавшей 3 дня назад женщины. Версии случившегося. Это и не только в ближайшие 10 минут. 3 человека пострадали сегодня днем при столкновении 2 автобусов на улице Боевая рядом с остановкой Лагерная. Автобус 49-го маршрута, отъезжая от остановки, не пропустил другой общественный транспорт. Пострадали 2 пассажира. Водитель одного из автобусов, по его собственному признанию, едва остался жив. К слову, предполагаемого виновника столкновения сегодня был первый рабочий день. Алла Рыкова с подробностями. Чуть-чуть кровь было здесь и все. Сильно ничего не было. Если скорость был, да. Скорости не было. Все произошло на автобусной остановке Лагерная. Это конечная 49-го маршрута. Водитель автобуса собрался выезжать на дорогу, но не посмотрел по сторонам и выскочил прямо перед другим автобусом. В нем помимо водителя и кондуктора находилось еще 4 пассажира. Затормозить было невозможно, и 45-й передней частью протаранил внезапно появившийся перед ним общественный транспорт. Удар был такой силы, что никто не устоял на ногах. 2 пассажиров с ушибами госпитализировала скорая. А сами вы, получается, на вас же весь удар попал. Что с ногой? Крышка что-то, не знаю, в больницу поедет, посмотрим. Машину надо, короче, догонять. Несмотря на то, что весь удар пришелся на место водителя, сам он чудом остался жив. Потом еще долго вытряхивал из карманов осколки разбитого лобового стекла. Вместе с кондуктором переживал больше всего за пассажиров и водителя другого автобуса. Оправдывал тем, что это был его первый рабочий день. Сам он автобус водит больше 2 лет и до этого ни разу не попадал в ДТП. К счастью, большая часть пассажиров успела покинуть транспорт. На предыдущей остановке вышли дети. Второй водитель вину свою полностью признал. Место ДТП 49-й смог покинуть самостоятельно. Экипаж 2-го автобуса остался дожидаться техпомощи. Алла Рыкова, Азат Семигулин, вызов 112. На проспекте Имашева в результате аварии одну из пострадавших машин выбросила на дорожное ограждение. По предварительной версии, девушка, которая управляла «Шевроле Лачетти», не справилась с управлением и на большой скорости въехала в «Шевроле Авео». Последний автомобиль от сильного удара угодил в забор. К счастью, обошлось без травм. Сотрудникам автоинспекции предстоит разобраться в случившемся. Легковушка залетела под КАМАЗ, водитель погиб на месте. Все случилось возле деревни Куперле на 15-м километре трассы Челны-Сарманово. На место прибыли полицейские, медики и пожарные. Легковым автомобилем марки «Д» управлял 74-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. По предварительным данным, 62-летний водитель грузовика не пострадал. Подробности произошедшего выясняются. Серьезная авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Кулахметова. Автомобиль Росгвардии столкнулся с «Ладой» 14-й модели. В результате столкновения машина вневедомственной охраны вылетела с дороги и протаранила дорожное ограждение. О вероятных причинах произошедшего расскажет Сергей Хайдаров. Удар был такой силы, что медикам пришлось госпитализировать водителя вневедомственной охраны. Досталось и хозяину «Лады» 14-й модели. Но после осмотра молодой человек отказался от помощи врачей. Медики диагностировали у парня лишь небольшие ушибы. Придя в себя, он рассказал свое видение причин аварии. По крайней правой от меня, получается, машина резко по тормозам дала, она остановилась как вкопанная. Я тормозить начал, а уже потом увидел в момент того, что передо мной уже встала машина с полицейскими маячками. Только их увидел в конце. Молодой человек отметил, что двигался со стороны улицы Фрунзе сразу после зеленого сигнала светофора. В какой-то момент водитель соседнего автомобиля резко дал по тормозам. Причина в машине Росгвардии, выскочившей на перерез потоку с улицы Кулахметова. По версии пассажиров все той же «Лады» служебная машина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. При этом ее водитель никак не известил о своих намерениях.
Ни проблесковых маячков, ни звука сирены, ничего не слышно было. В результате столкновения «Ладу Гранта» выбросило на тротуар. К счастью, пешехода в этот момент там не было. В автомобиле Росгвардии был установлен видеорегистратор. Автоинспекторы установили, что двигались они с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. И с большей долей вероятности виновным в происшествии будет признан водитель «Лады» 14 модели, не пропустивший спецтранспорт. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня днем на улице Минская столкнулись Hyundai Solaris и Deo Matiz. Мужчина, управлявший Солярисом, выезжал с автомобильной заправки в сторону улицы Юлиуса Фучика. Посчитал, что такой маневр здесь возможен, разметки на дороге нет. Девушка за рулем Матиза этого не ожидала и стала смещаться влево, надеясь объехать выехавшую ей на перерез машину. Но избежать столкновения с Hyundai все равно не удалось. Разобраться, кто прав, а кто виноват, предстоит сотрудникам госавтоинспекции. Сгорел дотла. Жилой дом был полностью уничтожен огнем накануне вечером на улице Залесная в поселке Константиновка. В момент возгорания в здании находилась пожилая женщина. Она успела покинуть помещение и попросила соседей вызвать пожарных. Все подробности в репортаже Рамиля Шайдуллина. К моменту приезда пожарных расчетов огнем был охвачен уже весь дом. Но, несмотря на это, спасателям удалось вовремя вынести на улицу из горящего здания газовый баллон. Жительница же дома покинула постройку, как только увидела пламя. Дымок пошел. Я на второй этаж поднялась. Дым. Я быстро, значит, ему звоню и быстро выключила. Рубильник выключила я. И думаю, баллон же там. И вот сюда добежала. Думаю, вдруг сейчас баллон взорвется. Упала, телефон потеряла и уже к соседям побежала. Вот соседи вызывали. Как рассказали хозяева, дом не был постоянным местом их жительства. Его использовали как дачу. Сама постройка, говорят, была уже старой и предположили, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Тем более, что возгорание началось с верхнего этажа. Проходит асбестовая труба через второй этаж. Вот там это самое, как сказать, ведро было и забито керамзитом. Там изоляция была, теплоизоляция. Не можем сказать, может быть, это самая проводка. Да. Сверху, потому что. Разбираться в причинах возгорания теперь предстоит пожарным дознавателям. Жить в этом доме, вернее в том, что от него в итоге осталось, невозможно, ремонт не спасет. И строить тут надо заново. Особой грусти хозяевам добавляет тот факт, что строение не было застраховано. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Буксир с 2 баржами и плавкраном столкнулся сегодня с резиновой лодкой на Волге вблизи набережных Маркваш. Лодка перевернулась. В результате происшествия в воде оказались 2 человека – мужчина и женщина. Их спасла команда буксира, остановившегося спустя 150 метров от места происшествия. По предварительной информации, женщина из-за сердечного приступа скончалась. Тело 61-летней женщины, пропавшей 3 дня назад в Камских Полянах, обнаружили сегодня утром в заброшенном здании ее родственники. Она ушла из дома 23 сентября ненадолго, но с тех пор от нее не было никаких известий. Родственники волновались, у нее был диабет, а инсулина с собой не было. Она не взяла ни деньги, ни документы, поэтому уехать куда-либо не могла. Айрат Назипов с подробностями. Григорий Усачев, сын пропавшей женщины, не находил себе места. В минувшую субботу утром его мать Зинаида Усачева вышла в магазин за хлебом и пропала. Родственники искали ее где только могли, безрезультатно. То есть какие-то объективные причины были, чтобы она ушла? Даже не знаю. Нет, вроде бы не было. А какие-то ссоры, конфликты не происходили в семье? Нет. С соседями? Нет. Не могла она уехать, допустим, в другой город? Нет, она не сможет, потому что с собой ничего у нее не было. Паспорт дома, деньги тоже дома. Через несколько дней к поискам пропавшей присоединился Нижнекамский поисково-спасательный отряд. Было необходимо как можно быстрее обнаружить женщину. У нее сахарный диабет, а инсулин она не получала 3 дня. До края пройдем, вглубь не спускаемся, потому что если будет вниз, сейчас очень опасно, темно. Одна группа с фонарем, тут овраг еще раз, да? Идем по спирали, овраг там как раз, можно сказать, закругляется, поэтому по спирали двигаемся. Направлялась в эту сторону, как вот ее видели последний раз. Вот там дом уж. Вот сюда вниз направлялась. Вот будем пока вот в этом районе искать. Пока вот. А утром уже продолжим поиски, кто сможет уж. И уже там вот овраги тоже это могла подскользнуться.
Волонтеры прочесывали овраги и заброшенные здания весь вечер. Выехали и на следующий день, рано утром. Зинаиду Усачеву обнаружили мертвые родственники на одной из заброшенных строек. Сейчас рассматриваются все возможные версии, включая ее добровольный уход из жизни. Айрат Назипов, Анастасия Попова, Максим Липин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.